конце 13 столетия в крымском Улусе-Юрте начинается экономический подъем, охвативший всю территорию Северного Причерноморья, а к 15 столетию, когда уже зарождалась мировая экономика и начиналась эпоха первоначального накопления, Крымское ханство активно включается в этот процесс и превращается в настоящую житницу. Экономики в крымском Улусе-Юрте, очевидно, заложил Великий Шелковый путь. Впервые так назвал самую знаменитую караванную дорогу, связывающую Восточную Азию со Средиземноморьем, в древности и в средние века немецкий географ Рихтгофен в 1877 году. Что же представлял Великий Шелковый путь? Это грандиозный караванный торговый маршрут, соединявший Восток и Запад и ставший причиной возникновения множества уникальных городов, исторических памятников, обычаев и даже государств. В первую очередь он использовался для вывоза шелка из Китая, с чем и связано его название. Великий Шелковый путь никогда не был единой магистралью. В его систему входило несколько ветвей караванных дорог, которые проходили через разные перевалы в горных хребтах, в обход пустынь. Путь был проложен во II веке до нашей эры и вел из Сианя через Лянчжоу в Дуньхуань. Здесь он разделялся. Северная дорога проходила через китайский город Турфан, далее пересекала Памир, горную систему на юге Центральной Азии, шла в среднеазиатский город Фергану и казахские степи. Вторая южная дорога шла мимо озера Лопнор по южной окраине пустыни Такла-Макан через Яркент и Памир в южной части, вела в Бактрию. Это историческая область на сопредельных территориях современного Таджикистана, Узбекистана и Афганистана. Оттуда в Парфию, Индию и на Ближний Восток вплоть до Средиземного моря. Пролегал один из маршрутов древнего караванного пути через Крымский полуостров, а точнее он здесь заканчивался, в городе Салхате, как крупном торговом центре региона. Об этом свидетельствуют письменные источники. С какого точно времени в Крым потянулись караваны верблюдов и лошадей, повозки, груженные товарами, запряженные валами, неизвестно. Но как только он стал постоянным, появилась необходимость строить для купцов благоустроенные постоялые дворы – ханы. И были они не только в крупных городах, лежавших на пути следования каравана, отстраивались они и в небольших поселениях, что часто, напоминая со стороны небольшую крепость с толстыми стенами, башнями и бойницами. Внутри к услугам торговцев были и конюшни, и склады для товаров, и жилые комнаты. В Салхате или Крыме заканчивался Великий Шелковый путь. Сюда везли товары из Китая, Индии, Хорезма и Египта. Все это сделало город Крым сказочно богатым и многолюдным. Здесь можно было приобрести все, чего пожелаешь, от бесценного шелка до пряностей, которые были очень востребованы в Европе. Из Центральной Азии поступали разнообразные шерстяные изделия, в частности ковры, кожа, шерсть, хлопчатобумажные и золотошвейные ткани, экзотические фрукты. Из Китая же караваны везли снежной белизны знаменитую фарфоровую посуду с изящными рисунками, бронзовые украшения, зеркала, зонты, изделия знаменитого китайского лака, лекарства, парфюмерию. Высоко ценилась китайская бумага. Купцы везли рис, его европейцы называли сарацинское пшено, шерстяные ткани, лен, коралл, янтарь, абсент, пряности. Из Индии доставлялись ткани, пряности и самоцветы, красители, слоновая кость. Из Ирана серебряные изделия, благовония, парфюмированные масла, драгоценные камни, сахар.
Несмотря на изобилие товаров знаменитого караванного пути, все же фаворитом всегда оставался шелк. Благодаря своей легкости, компактности, громадному спросу и дороговизне он являлся идеальным предметом торговли для перевозки на дальние расстояния. Протяженность Великого шелкового пути составляла в общем около 12 тысяч километров. Поэтому мало кто из купцов проходил всю эту дорогу полностью. В основном они двигались от одного центра международной торговли к другому, сменяя друг друга и обменивая товары. Из Салхата товары расходились в черноморские порты Салдею, Кафу и далее уже на кораблях отправлялись в Средиземноморье. Уже в Крыму к многочисленному перечню восточных товаров добавлялись сугубо крымские, что, собственно, и делало именно этот регион привлекательным в торгово-рыночных отношениях и тем самым улучшая и развивая его экономику. Однако уже в XV веке Великий шелковый путь стал терять свое значение. Наступила эпоха развития морского торгового сообщения вдоль побережья Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии. В XIV-XV веках морская торговля стала привлекательней ставших опасными сухопутных караванных путей и существенно сократила время в пути. К примеру, морской путь из Персидского залива в Китай занимал примерно 150 дней, в то время как караванный путь, к примеру, из Таны, Азова, в Ханбалык, Пекин, составлял около 300 дней. Более того, один корабль перевозил такой же объем груза, как один очень большой караван в 1000 вьючных животных. В результате этих факторов к XVI веку Великий шелковый путь окончательно прекратил свое существование. К моменту образования Крымского ханства караванный путь постепенно утратил свое значение, однако заложил основы экономики, которые успешно развивались при улус-беях крымского юрта. В первую очередь она была ориентирована на экспорт собственного сельскохозяйственного сырья. Эту традицию успешно продолжили уже в первые десятилетия нового государства, постепенно ее развивая. Новая торгово-хозяйственная система способствовала тому, что молодая крымско-татарская независимая держава производила в более чем достаточном количестве сырье, а излишки отправляла на продажу в соседние страны. С самого начала экономическая политика в крымском улусе-юрте, а с 1428 года и в Крымском ханстве ориентировалась на экспорт собственного сельскохозяйственного сырья. Земли Северного Причерноморья и степная часть полуострова стали самыми прибыльными регионами. Здесь выращивали высококачественные сорта пшеницы и многих других зерновых культур. Поэтому очень скоро жители степи, нагайцы, которые всегда активно занимались животноводческой деятельностью, стали осваивать новую и, что немаловажно, прибыльную отрасль хозяйства – хлебные и зерновые культуры. Крымская пшеница стала главным продуктом экспортируемого товара еще с середины XIII века. Именно ее в больших количествах изначально привозили в Азов и Салхат. Здесь ее покупали генуэзские купцы и везли в Салдею, Кафу. А оттуда на кораблях она попадала в Генную и в страны Европы. О том, что Крымское ханство славилось хорошим урожаем хлеба, сообщал в своей книге «Путешествие в Тану» венецианский дипломат Иосафат Барбаро в XV веке. Вероятно, что купцы из кафинских генуэзских факторий закупали у нагайцев зерно по более низкой цене и, согласно сохранившимся документам, перепродавали его в Европу. Сколько всего в те века вывозилось из Крыма зерна, в точности неизвестно, но сохранились данные, что, например, сама Кафа съедала в год 2800 тонн хлеба.
Наверняка примерно такое же количество требовалось и для остальных крупных населенных пунктов Крыма и Северного Причерноморья. Остается только подсчитать, сколько же ногайские степи давали хлеба, если оставались значительные излишки, экспортируемые на продажи в соседние страны. В документе за 1384 год указывается, что в Кафинский порт было доставлено 31 344 мин, что соответствует 2584 тонн зерна. Спустя несколько лет, в 1388 году, количество остается почти без изменений – 2516 тонн зерна. И это без учета того, что кефинцы вывозили экспортируемый хлеб не только из Кафы, а еще из Кизлева, с пристани в районе современных Сак и других более древних портов – Каламита, Инкерман и Херсона. Также остается неизвестным, сколько вывозили пшеницы, ячменя, ржи через крымские порты венецианские купцы. Зерновые культуры развивались и совершенствовались и в ханский период. Об этом свидетельствуют торговые акты, из которых видно, что уже в XVI веке значительная часть крымских татар, как степных регионов ханства, так и предгорно-горно-прибрежных, полностью перешла к культивированию хлебных зерновых культур. Появляются новые формы обработки земли, дававшие богатый урожай. Соответственно, благодаря последним технологиям того времени само население Крымского ханства жило в достатке, а интенсивный рост земледелия способствовал перепроизводству. Большое количество хлеба давали северо-причерноморские провинции ханства – Буджак, Едисан, Джумбулук и особенно Едичкул. Излишки пшеницы и другие злаки нагайцы вывозили на продажу в ближайшие порты. Для жителей Едичкула это было весьма проблематично, так как они вынуждены были везти свой товар в далекий Кизлев или Очаков. В этой связи в регионе назрела необходимость перевозки водным путем, и крымский хан Крым-Герай всерьез занялся проектом постройки новой пристани у крепости Газы-Кермен, ныне город Береслав на Днепре, специально для удобства погрузки хлеба, что, собственно, давало дичкульцам возможность без лишних усилий, потери затрат сбывать высококачественный продукт питания. Именно коренной тюркский крымско-татарский народ владел всеми традиционными технологическими тонкостями аграрной культуры своей страны и на протяжении веков улучшал ее новыми приемами и достижениями. Не оставил без внимания земледелия в ханстве и польский посол Мартин Браневский. В 1579 году он писал, что земли крымских татар чрезвычайно плодородны и хорошо обработаны, будь то в степи или в гористой местности. Через 50 лет доминиканский монах Д'Артелли де Сколли писал, что пшеница и прочий хлеб произрастает здесь в изобилии. По словам упомянутого выше Пейсенеля, крымские татары запахивают значительные пространства земли и производят огромную торговлю зерном. Историк Иоганн Тунман в 1777 году упоминал о том, что крымцы культивируют почти все сорта хлебов, главным же образом пшеницу, ячмень и проса, особенно крупнозернистая красная и желтая, тари и чечевицу. В ханстве выращивали хлеб всюду, даже в, казалось бы, непригодных для этого местах. Среди виноградников от Тузской долины, на узкой полосе плодородной почвы у Партенида, в Гурзуфе на склонах Аюдага. Более того, успевали собирать на одной пашне в год 2 жатвы. В более поздний период с XVIII века здесь сеяли рожь и рис, которые давали хороший урожай.
После того, как перестали существовать генуэзские фактории, торговля хлебом полностью перешла в руки крымских татар. О том, что крымцы наравне с другими товарами экспортировали в Стамбул в значительных размерах хлеб, свидетельствует французский купец и путешественник Жан Шарден в XVII веке. А уже в середине XVIII века французский консул в Крымском ханстве Шарль Пейсенель приводит конкретные цифры. Ежегодно из крымских портов выходило от 100 до 150 судов, груженных хлебом для столицы Османской империи. Кроме пшеницы вывозился и ячмень – до 60 судов. Более поздний автор, историк Сергей Бахрушин, в своей монографии «Основные моменты жизни Крымского ханства» упоминает, что с XVI века Крым с его плодородными равнинами делается житницей Константинополя. А уже в XVIII веке хлебный экспорт в значительной доле находился в руках хана, который продавал на корабли ежегодно от 12 до 14 тысяч четвертей различного хлеба. Далее Бахрушин повествует о том, что к концу XVIII века урожай пшеницы в Крыму определялся в количестве от 120 до 400 тысяч четвертей в год, и о том, что хлеба более чем с излишком хватало на продовольствие Крыма, свидетельствует его дешевизна. Конкурировать с крымской пшеницей могла лишь крымская соль. Ее можно было бы назвать первой статьей доходов в Крымском ханстве. Она значительно обогащала и развивала экономику страны, и это несмотря на то, что все соляные источники государства находились в собственности крымских ханов. Однако имеются и более ранние сведения о вывозе этого продукта на европейские рынки. Так, за 2 года в конце XIII века только из одной Кафы было вывезено до 6,5 тонн соли. О ней еще в середине XIII века писал путешественник Гильом де Рубрук. На севере этой страны, писал он, находится много больших озер, на берегах которых имеются соляные источники. Соль твердая, как лед. Отовсюду ездят сюда за солью. Морем также приходят за этой солью множество судов, которые платят пошлину по своему грузу. Позже османский путешественник Илья Челеби не смог обойти вниманием соляные озера, являющиеся к тому времени ханской собственностью. Другими словами, вся прибыль от продаж орской соли шла в государственную казну. Вот что говорит о ней Челеби. Эта белая вкусная соль добывается кусками, как кирпичи. В месяце июля поверхность этого озера покрывается солью, как будто льдом, в 5 толщиной. Ее режут на части, как ковер, и сваливают, как горы. С конца XIII века известно, что крымская соль пользовалась спросом не только у соседей Крыма, но и на европейском рынке. В своей книге «Универсальное описание Крыма» о крымской соли сообщал и Василий Кандараки. Из Сакских озер соль в основном шла в Анатолию, из Феодосийских же на Кавказ и в окрестности Азовского моря, а из Перекопских – в Литву, Украину и дальше. В Украину вывозили соль сами казаки. Татары продавали ее не на вес, а фурами, что вынуждало казаков хитрить, нагружая до такой степени, что сдвинуть фуру с места можно было не иначе, как 10 парами сильных валов, а потом уже за таможенной чертой ее разгружали. Еще одним важным источником дохода было крымское животноводство, которое играло большую роль в хозяйстве крымцев, особенно в северных провинциях ханства. Конечно же, оно не смогло бы достигнуть расцвета, если бы не многовековой опыт селекционеров-животноводов. Согласно сведениям путешественников, в Крыму уже в XV веке была выведена особая порода овец, чей жир высоко ценился. Упомянутый выше Барбаро выражал свое удивление по поводу этой породы, очевидно, курдючной овцы.
Он пишет: огромнейшие бараны на высоких ногах с длинной шерстью и с такими хвостами, что некоторые весят по 12 фунтов каждый. Я видел подобных баранов, которые тащили за собой колесо, а к нему был привязан их хвост. Салом из этих хвостов крымские татары заправляют свою пищу. Оно служит им вместо масла и не застывает во рту. Кроме овец, в степной части ханства был распространен крупный рогатый скот и птица. Нельзя обойти вниманием крымских двухгорбых верблюдов, которые весьма ценились благодаря своей породистости. Один такой верблюд стоил 25 серебряных курушей. Благодаря животноводству производились в полной мере и другие продукты продовольствия, обеспечивающие в первую очередь население Крымского ханства, не знавшего нужды ни в мясе, ни в сырах, ни в масле, ни в кожевенном сырье, шкурах, шерсти, пухе и многом другом. Хорошо продавалась речная и черноморская рыба. Если верить историку Феоктисту Хартакаю, то, по его словам, татары не очень любили рыбу, и она шла на экспорт. Перед этим ее сушили, вялили, солили. Особо ценилась на европейском рынке икра, именуемая кавьяр. А вот местные текстильные мануфактуры не могли похвастаться особым спросом. В том числе не так высоко ценился и шелк, изготовленный из местного сырья. Сохранились свидетельства о том, что на продажу шли такие ткани, как куфтерь, вид камки, чаще всего с крупными узорами, и тафта. С давних времен пользовался известностью крымский южнобережный табак. Изначально табак выращивался только для нужд крымского населения, но к XVII веку, когда он стал пользоваться популярностью, его посевы возросли. Постепенно улучшилось качество семян, некоторые из которых доставлялись из Стамбула и других азиатских провинций Османской империи. Лучшие сорта требовали тщательного ухода. Даже в наиболее труднодоступных местах к табачным плантациям были проведены киаризы и устраивались хаузы. Собирали поспевшие листья только в определенное время суток по специальной технологии. Крымский душистый табак экспортировался в Европу, и надо заметить, что высшие сорта имели большой успех. К тому же он был значительно дешевле табака, привозимого с американского континента. Табачная промышленность приносила большие доходы в ханскую казну. Как развивались остальные отрасли хозяйственной деятельности и торговли в Крымском ханстве, смотрите в следующей серии.